После прогулки на природе глава Чечни вместе с семьей направился в родовой дом, где собрались все представители Тайпа Биной, чтобы прочитать Мавлид. Однако до начала религиозного мероприятия Рамзану Кадырову вручили старинный чеченский разнос шун. Он принадлежал семье известного Эвлия Кунта Хаджи Кишиева. Да будет возвышена его святость. Сын известного богослова Сайдахмеда Гунчигова Мухаммад Араб Гунчигов передал его в дар семье Кадыровых. Глава республики отметил, что этот ценный подарок найдет свое место среди других исторических предметов, имеющих высокую религиозную ценность. Далее представители Тайпа Биной прочитали Мавлид. В течение нескольких часов верующие восхваляли посланника Всевышнего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. После чтения Мавлида все собравшиеся направились в сельскую мечеть. Она находится на расстоянии километра от дома Кадыровых. Однако, несмотря на это, представители Тайпа Биной отправились к святыне пешком. В пути Рамзан Кадыров вспоминал прошлые годы, когда такие прогулки были небезопасны. По дороге глава республики встретил юных музыкантов Адама и Абубакара Тимирбаевых. Воспитанники местного дома творчества в память о первом президенте Чечни Ахмате Хаджи Кадырове исполнили песню собственного сочинения. В разные годы в Биной разворачивались серьезные исторические события. Село было полностью сожжено в 1887 году, а его жители высланы из аула. Однако любовь к родине заставила их вернуться на землю предков. Сегодня Биной – это современное село с развитой инфраструктурой. Эта мечеть в центре села была построена в 2004 году. Здесь глава республики с соратниками совершил ночную молитву. После обязательного намаза они прочитали таспих и вирд. На обратном пути к главе Чечни встретился работник местного дома культуры. Он продемонстрировал Рамзану Кадырову свои навыки игры на музыкальном инструменте дечик-пондар. В высокогорном Нажиртовском районе это очень популярный вид национального инструмента. Такой подарок в поздний вечер пришелся по душе главе республики. Когда наступило время утреннего намаза, глава республики с соратниками снова вернулся в Бинойскую мечеть. В едином джамаате все стали в один ряд и совершили коллективную молитву, которую возглавил племянник главы республики Хамзат Кадыров. Позже верующие прочитали таспих и вирд. Читая дуа, они просили Всевышнего милости и благословения для всего чеченского народа. Ахмед Джабраилов, Дауд Куруев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской республики. Новости.